Для сотрудников Центра фтизиопульмонологии каждый рабочий день – это день борьбы с туберкулезом. Но есть в году и дата, когда к этой проблеме привлекается внимание всего мира. 24 марта каждый год во всех странах проводятся конференции, посвященные этому недугу. На этих встречах ученые представляют материалы своих исследований для обсуждения с коллегами, а врачи подводят итоги за прошлые годы и, конечно, информируют население. Министр здравоохранения Ингушетии Магомед Башир Балаев отметил положительную динамику в регионе и поблагодарил врачей. Сегодня есть такие хорошие показатели по снижению заболеваемости туберкулезом в республике и лечению. Очень хорошие. И смертность снизилась. Очень хорошие результаты. Знаете, в Айхаман-Якле вот пару дней назад приезжал профессор Гиллер, и глава с ним встречался. Мы с ним разговаривали. Мне было приятно слышать его слова лести в адрес наших хирургов Ибрахим Мургустов, Ибрахим Якуб Имагожев. Настолько он отзывался по этих ребятах, что вот, прям гордостью я слушал. И реаниматолог, фтизиатр, Главврач Республиканского центра фтизиопульмонологии Мадина Лалахоева отметила, что в настоящее время в стране достигнута стабилизация ситуации по туберкулезу, а основные показатели по Ингушетии соответствуют среднероссийским. Фактически вы видите, что если сравнивать Россию и мир, то начиная с 2015 года на 2021 год Россия идет большими темпами и большими шагами вперед. И нам удалось снизить заболеваемость по России и снизить смертность на 42%, а заболеваемость снизить на 30%. Туберкулез – заразное и очень опасное заболевание из группы воздушно-капельных инфекций. Эта коварная болезнь вызывает поражение всех органов и систем организма. Причины развития недуга – переутомление, истощенный организм, неполноценное питание и многое другое. По статистике, в Ингушетии туберкулезом чаще других болеют молодые женщины в возрасте от 24 до 35 лет. В то время как заболевших мужчин 30% от общего числа, и их возраст чаще всего 55-60 лет. Хотела бы обратиться к населению с словами, с просьбой о том, чтобы не болеть этим заболеванием. Надо своевременно проходить флюорообследование, проводить раннюю диагностику, проводить иммунодиагностику у детей, не отказываться, своевременно приходить к врачам по месту жительства. И если человек придет, то все необходимое будет сделано. И, соответственно, и нам будет легче вылечить этого человека. Мы, если своевременно выявим заболевание, потому что смертность, она есть от туберкулеза, к сожалению, хотя данное заболевание излечимо на раннем этапе. За последние десятилетия пик заболеваемости туберкулезом пришелся на 2020. Это связано со вспышками ковида. Председатель Республиканской организации профсоюза здравоохранения Фатима Барханоева отметила нелегкий труд тех, кто стоит на страже здоровья нации, и вручила им памятную медаль за заслуги в борьбе с пандемией COVID-19. В числе награжденных медицинская сестра Вахидат Бекова. Стаж работы в белом халате у Вахидат Касумовны 42 года. По ее словам, работа в ковидном центре в 2020 была самой напряженной за все эти годы. Было во время Чеченской войны тяжелое время. Больных приносили на носилках, и было очень тяжело. Больные лежали в модулях. Был какой-то московский центр у нас развернут. И это время было тяжелое. Но ковидное время это еще намного тяжелее, чем это время. Намного тяжелее было. Больных было очень много, но мы справлялись, старались, работали, радовались, когда больной выписывался. Несмотря на непрерывную борьбу и новые методики лечения, как и прежде, туберкулез остается одним из самых смертоносных инфекционных заболеваний в мире. Каждый день на планете от этой болезни умирает около 4500 человек. Чаще всего главная причина в том, что люди не обращаются в медучреждения своевременно. Зарима Ивлоева, Сулейман Костоев, Новости 24.